Всем привет! Меня зовут Адиль Сейфуллин, и совсем скоро я стану сотрудником компании Транстелеком. Ну, я надеюсь. А это здание, где я стажируюсь. Правда круто? Вот это мой шеф Алмаз. Он бывает временами строгий, но всегда очень справедливый. Ну что ж, моя стажировка начинается. Вот уже полгода я в компании TTC. За это время меня полюбили все девушки коллектива. Зауважали все парни. И все это... Адиль, стажер. Пока что в моих мечтах. Ты где ходишь? Так вы же меня сами послали кулер заменить, там же надо было сделать... Какой у нас кулер? Пойдем, есть срочное задание. Сейчас. Адиль, иди сюда. Еще ближе. Смотри, если я отращу себе бакенбарды, как думаешь, мне нормально будет? Ну, не знаю. А вам зачем? Ладно, ничего. Есть очень важное задание. Вот документы. Их нужно доставить в наш алматинский филиал. Очень срочно. Как срочно? Когда? Да вчера надо было еще сделать. Давай, дуй в Алмату и доставь в целости и сохранности. Ладно, а я Алибека могу с собой взять? Алибека? Да без проблем, если он свободен, бери. Главное, быстро и надежно. Все, сделаем. Вот и Алмата, вот она, южная столица. Очень круто, у нас настроение прям боевое и... Алло. Алло, Адиль. Да, Алмаз. Ты где? Ну мы только вот прилетели, только-только. Давай быстрее дуй в офис. Документы ждут. Хорошо, еду. Чего, Алибекский, приятного аппетита? Да, Алмаз. Алло, Адиль. Ты где? Ну мы уже подъезжаем, уже заворачиваем, по идее, на этот центр, да? А что за музыка играет? Это в машине музыка играет. Давай быстрее, быстрее. Тебя ждут же. Да, уже все. Ага. Все, наберу, хорошо. Да, со мной документы, все нормально, со мной. Ага. Алибек, ну пожалуйста. Да нет, Адиль, мы опаздываем. Блин, ну чуть-чуть, просто да, никогда такую погоду сейчас. Алмаз нас... Одно мороженое, одно. Алмаз сейчас убьет нас, Все, если узнает. Ну что ж, мы подошли к алматинскому филиалу компании Транстелеком. Алибек, ты не то снимаешь. Вот, собственно, наш филиал. Буквально совсем скоро я туда зайду. Пойдемте со мной. Ага. А Илон Маск здесь сидит? Кто такой? Нет такого у нас. А Айжан с Транстелеком здесь? Да, она здесь. Можно к ней, да, подняться? Да, она на пятом сидит. Алло, Айжан. Здравствуйте. Это Адиль. Я подошел. Ага, давайте. Идет. Здрасте. Меня зовут Русалина, я Адиль. Айжан. Очень приятно. Вас провести к директору? Да, можно. Давайте. А то у нас важное поручение. Да, вот сюда. Нужно передать. Здравствуйте. Айжан? Да, здравствуйте. Я от Алмаса со Астаны. Вот по поводу документов сказали. Передать? А все, оставьте, пожалуйста, здесь. Ага. Ладно, до свидания. Всего хорошего. Адиль, минуточку. Вы же снимаете деятельность всего Транстелекома? Ну, да, в принципе, да. А вам не сложно будет рассказать про деятельность нашего филиала? А есть что-то интересное? Конечно. Давайте мы вам покажем. Ну, давайте. Пойдем. Хорошо. Адиль, наверное, пройдем для начала в единый справочный информационный центр. Он единственный по территории республики, который оказывает справочные информационные услуги. И за 6 лет работы он оказал услуги 10 миллионам пользователей. 10 миллионов. 10 миллионов. Но, наверное, подробнее расскажет один из наших сотрудников. Дамир, можно тебя? Это наш стажер со Астаны. Нужно его ознакомить с работой. Все хорошо, без проблем. Вот, Адиль, смотри, это мое рабочее место. Здесь мы принимаем звонки и консультируем наших абонентов. А вот и нам звонят. Сейчас увидишь, как это работает. Добрый день, оператор Дамир, чем могу помочь? Да, конечно. Да, вам нужно будет пройти на билетную кассу на вокзал. Все, спасибо за обращение, всего доброго, до свидания. В общем, вот так и проходит наш рабочий день. Так мы и работаем. Сейчас, секунду. Следующий поезд. Алло, да. 8:27 утра.
Да, на месте. Нет, со стажером. А что-то срочное? Хорошо, секунду, сейчас я подойду. Все, иду. Блин, Адиль, минуту подожди, пожалуйста, я сейчас сгоняю и приду. Только ничего не трогай. Хорошо. Сейчас поугараем. Ну, вам перед тем, как уберите билеты, короче, вам нужно зайти в Инстаграм, на мою страничку, заходите Адиль, нижняя черта, SF, ага. Вот заходите, получается, сначала все фотки лайкайте, а потом, да, потом без проблем можете перезвонить, мы поможем. Нихао, гиге. Ага. Нио чоси. Toyota. Сиси. Hello. How are you? London is the capital of Great Britain. Окей? Адиль, нормально все? Тебя ничего не трогал? Не, все нормально. Ладно, Дамир, в принципе, я посмотрел все, что нужно. Я пойду. Все, хорошо. Все, спасибо тебе большое. Спасибо за экскурсию. Давай. Привет. Айжан, а где мы находимся? Следующая точка у нас? Это точка сердца компании. Это АТС. Ну, здесь, наверное, побольше начальник структуры расскажет. Передаю тебя ему в руки. Добрый день. Привет. Очень приятно. Так, получается, мы находимся в помещении аппаратного зала. Здесь рабочие места у нас находятся. Именно сердце компании, где вся телефония у нас проходит. И международные компании, и междугородние соединения. Могу вас показать полностью рабочие места наших инженеров, где управляются полностью нашими рабочими местами, станцией совой, цифровой АТС SI-3000, которая производство Искротелла со стороны Словении. Могу вам показать полностью помещение нашей кроссовой. Давайте посмотрим. Давайте. Здесь у нас на этой стороне, если вы видите, это полностью у нас физические абоненты, цифровые аналоговые номера. Ну и Громполос у нас расписано, это все наши физические номера, которые расположены и в КТЖ, и в близости данного района. Смотрите, если физические лица, то есть получается, вот здесь каждая циферка – это человек живой. Да, это абонентский порт. Ага, ясно. А это? Что такое красненькое? Это у нас получается блокировка номера, да, у нас заглушена у нас. А если получается клиента у нас мы отключаем, мы блокировку ставим его. То есть, если смотрите, вот допустим, вот я достаю, да, вот эта блокировка, да? Да. Вот вставляю сюда. Ой, так лучше желательно не делать, сейчас получается оборвали живой номер. Алло. Алло. Блин, что со связью? Сейчас вы живого абонента от связи отключили. Лучше так не делать, да? Да. Ну, давайте, лучше ладно. на пустой порт положите, поставьте его так же. Давайте уберу, ладно. Ну, здесь, получается, международные компании, все подключены они здесь. И здесь у нас также аббревиатуры есть расписаны полностью, где какая компания находится. И все это проходит через вас? Да. Вы за это отвечаете? Да, полностью мы ответственность. То есть, если, грубо говоря, не ваша работа, то они не смогут с собой контактировать, связаться? Да, если нас не будет, да, соответственно, не будет связи. Мы пройдем помещение цифрового лаза, получается. Ого! А что здесь так холодно? Ну, это, получается, система кондиционирования. Нужно обеспечить, чтобы непосредственно оборудование не грелось, находилась стабильная температура в данном помещении. Ну, получается, здесь у нас находится цифровая станция SI-3000, которую уже на кроссе вам показывал. Само ядро здесь находится, помещение лаза. Ну, здесь, получается, климатехника, система пожаротушения, которая отвечает всем стандартам. И, получается, сигнализация, тоже пожаротушение установлена. И, ну, получается, 100% безопасность, да? 100% безопасность, да. Ну а следующей точкой на карте наших путешествий стала серверная. Здесь 5-ступенчатая система безопасности. К сожалению, лица человека, который нас проводил, показать не можем, поэтому расскажем немножечко сами. Здесь находятся серверы крупнейших казахстанских компаний, таких как Астел, Теле2, Kcell, а также представлены серверы крупных международных компаний, таких как Facebook, Google и многих-многих других. Следующая наша точка – это телеграф. Здравствуйте, меня зовут Аякос, Буталиева Аякос. Я в сегодняшней смене работаю старшим телеграфистом. Так, мы работаем с Казахстан Темиржолы и работаем еще и с компаниями, с частными компаниями. Принимаем телеграмму, обрабатываем и доставляем на доступ. То есть, если, не дай бог, вашего отдела не станет, и вся деятельность ваша пропадет, то что произойдет с компаниями, которыми вы работаете? Ну, элементарно скажем, фирму Орлан Транс. К ним приходит телеграмма, мы звоним, вот у нас поставщик работает, Валихан, звонит клиенту, то что так-то так к вам поступила телеграмма. Телеграмма простой, у вас контейнер там стоит, там что-то с документами неправильно.
То есть сообщаете неполадки? Да. А если Telegram будет стоять в Ташкенте, вы знаете, что на линии, на простой, они будут уже оплачивать очень большую сумму. То есть вы предупреждаете проблему? Айгос, а можем ли мы на живом примере посмотреть работу ваших сотрудников? Да, и конечно. что происходит? Да? Что делать? Сейчас телеграмму я сняла, вот приняли ее со станции Алтынколь, принимаем телеграмму для компании Эника Экспресс. У них на станции Алтынколь тоже стоит вагон, там у них задержка с документами неисправностей. Она сейчас оповещает клиента, то, что у них с вагонами проблемы, что нужно, что их не простой за их счет. Они оповещают клиенту, звонят, пишут их фамилию, потом они открывают с электронной почтой, открывают телеграмму. А там вся информация? Да, конечно, вся информация полностью стоит. Ну все, Адиль, в принципе, вот такая вот у нас работа. Очень интересно было, прям очень круто, мы много чего посмотрели. Ну, Спасибо рады, большое. Очень рады. Спасибо. Ладно, всего хорошего. Давайте, до свидания. До свидания. Ух, наконец ушел. Че, Адиль, как он это? Да, нормально, нормально. А сумка где твоя? Я что там оставил?